Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, хочу вас всех поблагодарить за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии и за ваши донаты. Земной вам поклон. И пусть Создатель пошлет вам 1000 в миллион раз больше, чем вы даете, посылаете мне. Огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что возможно, что важно и что неизбежно. Буду смотреть в 3 отсыпки. Настройтесь, пожалуйста, на отсыпочку, посмотрите на песочек, так и спросите, что возможно в моей жизни, что важно в моей жизни и что в моей жизни неизбежно. Назовите, пожалуйста, свое имя. Надеюсь, вы настроились. Давайте посмотрим. Сначала посмотрим, что возможно. Что возможно. Что же возможно? Что возможно? Угу. Так, ну, во-первых, возможно перемена в жизни. Очень серьезная перемена. Тут и качественная, и какая-то духовная даже идет перемена. Качество жизни и духовная составляющая, мои дорогие. Здесь выход из тупиковой ситуации. Здесь, я не знаю, борьба за себя, поиск себя. Становление личности идет. Вот это вы, видите? Вы человек, который смотрит влево. И у человека дырка в голове. То есть человек, который терял, пережил очень большие потери, либо переживает большие потери, либо сам себя как будто бы потерял человек, не знает, куда идти, куда двигаться, в чем себя найти, либо как выбраться из той неприятной жизненной ситуации, в которой находится, либо как пережить тот ужас и страх, который произошел в прошлом. Вас, видите, вот окружают такие вот терновые кусты. Вот в прямом смысле слова, да, колючее что-то окружает, да, и как будто бы со всех сторон. И над головой, и по бокам, везде, да, вот как будто бы нет пути, вот отрезала, закрыла, заблокировала. И вы сейчас просто маетесь, вы ничего не делаете, потому что не видите исхода, вы не видите будущего даже, да, возможно, для себя, что делать. Вам помогут ваши предки, духи вашего рода, ангелы помогут. Вам помощь, видите, вот прям посылается, да, вот падающая звезда свыше посылается. Вот эти терновые ветви, да, терновый куст, в котором вы сидите, он просто выгорит дотла. В один момент вот эти преграды, они падут и откроется путь, будет прозрение. Вот эта дырочка, она закроется, вы не будете терять, вы будете обретать. Знаете, как будто бы радость в жизнь возвращается, счастье в жизнь возвращается. Надежда идет, понимаете? А надежда идет не одна, надежда идет вместе с любовью, потому что к вам идет какой-то невероятный человек. Вот здесь вышла именно кобра. В таком положении с открытым капюшоном, да еще и в правой стороне, это считывается не как, например, противник, враг, а наоборот, очень мудрый человек. Человек, который защитник, мудрый, учитель, наставник, спаситель, воин, понимаете? Вот кто идет в вашу жизнь. То есть вам, у многих, особенно у девочек, которые вот прям одна в жизни, да, всего там добиваюсь, пытаюсь как-то концы с концами сводить, вам идет вот такой человек, который будет вам и помогать, и защищать, и может даже вас продвигать будет человек. Идет вот именно как любящий человек. Любящий. Это либо будет друг, который будет там втайне вас любить и надеяться, что вы когда-нибудь на него обратите внимание, либо человек, который станет вашим любимым человеком, да, будет предлагать вам любовь, и вы будете эту любовь принимать. И, конечно же, взаимно его благодарить своей любовью. То есть однозначно личная жизнь будет налажена. У кого-то отыграет ситуация в семье, в доме. Может быть, ваш мужчина недостаточно проявлялся к вам, либо недостаточно был к вам добр, либо
мог изъявить, да, либо рассказать о своих чувствах. Может быть, человек ошибался насчет вас, либо насчет вообще семейности. Да. Есть такие мужчины, которые все молодятся, им все кажется, что вот жизнь уходит, а я там дома сижу, да, с детьми и женой. А у человека идут конкретные перемены. Вот как, знаете, мудрость идет в этом человеке. Пробуждение этой мудрости, либо обретение мудрости. В любом случае, вы не одиноки. Вот за вами стоит вот этот вот защитник, страж, либо, опять-таки, новый человек, либо ваш любимый, который наконец-таки поумнеет, да, к вашему счастью, к вашему благополучию. Дальше, мои милые, вот здесь неприятель стоит. Неприятель, но смотрите, какая толстая стенка защищает. Тут один неприятель, второй неприятель. Эти люди, они вам не опасны, понимаете, не опасны. Вот у одного, видите, на одного падает Божья кара. То есть вы увидите, что какого-то вашего врага просто вот прям ликвидировали, да, если можно так сказать. А вот второй человек, вы ему просто недоступны. Вот человека так заблокировали, что вы ему просто недоступны. Так, еще из важного. Тут момент такой идет, восьмерочка переворачивается. Восьмерочка может значить как в прямом смысле, да, число 8. Оно будет для вас очень важным, судьбоносным. А в другом же смысле это будет переворот в знак бесконечности, да. Причем в правой стороне, то есть те перемены, которые произойдут с вами и в вашей жизни, они будут просто бесконечны. Назад поворота не будет. Теперь только вот по-новому, по-хорошему, по-доброму, вперед из песни, как говорится. И важный момент здесь восстановление с кем-то идет, примирение, восстановление. Но здесь больше похоже на родных людей. Родственники, семья, какие-то связи, которые были прерваны, они будут восстановлены. Так что, в принципе, все неплохо. Давайте теперь посмотрим на то, что важно. Что важно? Что важно? Что важно? Так, что важно? Паучок у нас вышел. Прекрасно. И вы в венце. Здесь больше касается материального. Материального, именно денег, работы, развития, учеба, прогресс, становление. Ну, вот как хотите, да? Кто-то найдет себя. Вот в прямом смысле слова. Человек находит себя через работу, через свой труд, через какие-то важные дела. То есть человек себя обретает. Человек становится мудрым, человек становится умный. Человек умеет правильно, критично оценить ситуацию. Человек для себя живет, свое удовольствие, выбирает то, что ему нужно. Не подстраивается под кого-то, либо уж, не дай бог, под социум, а идет именно своей дорогой и своим путем. Так, еще один важный момент. Вот прям сразу скажу, может кому-то прям кто-то ждет этот момент. Здесь я вижу принуждение. По левой стороне принуждение, когда людей принуждают к какому-то действию, какой-то ситуации. Прям такое прямое принуждение, похоже даже на какую-то вот, я не знаю, на рабство что ли какое-то, да, вот как будто бы ты не человек, а ну вот прям вещь, да, вещь. Тебе говорят, ты должен, и ты должен, да, ты не можешь отказаться. То есть, да, вот как вещь, да, то есть человек берет да, в одну руку, да, в другую переставляет. То есть вот эта свеча, она не может отказаться. Вот и у вас какая-то такая ситуация, принуждение было. Это может быть связано с вашей работой, может быть с какими-то делами, с какими-то обстоятельствами, может быть даже с какими-то законами. Принуждение. Принуждение исчезает. Вот принуждение уходит из вашей жизни. Вот освобождайтесь вы от этого принуждения. Больше никто вас не сможет там ни надавить, ни продавить, ни заставить делать то, чего вы не хотите. То есть вот смотрите, вот этот большой человек с такими клешнями, да, как краб, да, вот с такими клешнями, который всех вот прям, знаете, прям брал и откусывал головы. Он больше не сможет этого делать. Он больше вам не опасен, вам нечего больше бояться этого принуждения. Я не могу понять, с чем это связано, но знаете, что вы освободитесь. Когда? Но поскольку у нас тут рисуночек вышел в верхней части, то есть эта ситуация, наверное, таки уже следующего месяца идет, да? Не сейчас, но через месяц, либо в следующем месяце произойдет. Здесь вот как будто бы облегчение, как будто бы рабы скинули свои цепи. Вот так хочется даже сказать. Так, еще важный момент. Момент уплывающих рыбок.
Тут золотая рыбка просто, да, уплывает. Есть у вас какое-то желание, какая-то мечта, и она постоянно, как вот эта золотая рыбка, да, все время раз и уплыла в мутные воды, а вы ее раз и не поймали. Эта ситуация также перестанет существовать, потому что вы, во-первых, мечту поменяете, во-вторых, то, что вы хотите сделать сами, вам кто-то подарит, либо кто-то сделает за вас. То есть вам идет вот прям как по судьбе получение этой ситуации, либо этого подарка, но не своими руками, а через кого-то. Через кого-то. Так, важный еще момент касается мужчины. Здесь мужчина какой-то, ну, как хочется сказать, безнадежный, что ли, да. Может быть, он пьющий, может быть, он больной, может быть, он что-то потребляет. В общем, человек вот в такой, знаете, позиции, вот человек как будто бы лежит, да, ничего не делает, там проживает, доживает, выживает, может быть, даже, да. Человек заблокированный от жизни, от социума. Вот у человека идет пробуждение по всем фронтам. То есть, если человек болел, он начнет выздоравливать. Если человек там пил крепко, то здесь, понимаете, он как бы понимает, что это плохо, начинает пытаться с этим бороться. Да? Вот здесь очень важно, чтобы вы этого человека все-таки не оставили, помогли. В левой стороне у нас идет рисунок, то есть у человека будет позыв, у человека будет реакция, что вот я хочу поменять свою жизнь, я хочу все в ней переменить. Но сам человек не справится. Здесь нужна будет ваша помощь, потому что вам этот человек идет как возможность поправить, может быть, свою карму, какой-то дополнительный плюсик заслужить себе на будущее. Поверьте, вот в этот раз вы можете поверить, поэтому я вас предупреждаю, да, не откажите этому человеку, но если уж вы прям его вообще совсем терпеть не можете, конечно, лучше тогда отстраниться, но человек не обманет. Вот скажет, что вот я решил бросить пить, помогите, все будет хорошо. Благодаря вам, вашей помощи у человека все в жизни исправится. Так, правая сторона. Смотрите, два человека, мужчина и женщина, наконец-таки встретились. Посмотрите, как он бежит, да? Вот он, человек, мужчина, видите, вот он бежит. Со всех ног бежит к своей любимой женщине. Здесь однозначно будет встреча. Встреча с тем, кого любите, на кого надеетесь, кого ждете. А может быть, даже вы и не ждете этого человека, но человек, как бы, видите, бежит через время, через пространство, бежит к вам, чтобы вот обнимашки, целовашки, да, и быть со своей любимой женщиной. И здесь у кого-то прям отыграется начало страстных отношений, любовный роман. Но это не знакомство, это не новый человек, это человек, которого вы однозначно знаете. Он в вашу жизнь уже вбегает, просто вбегает. И видите, у него под ногами такое большое сердце, с любовью вбегает. Так, девочки, еще возможно, кто думал о детках, о продолжении рода, все возможно, все еще может быть. Причем, смотрите, как я хочу, да, сказать, что вот детки могут быть как погодки, один за другим пойти. Либо, если у вас уже есть ребеночек, то еще один будет, но будет другого пола ребеночек. Так, еще важный момент касается какой-то поездки, наверное, либо какого-то путешествия. Почему-то вы идете как обреченный человек в эту поездку, в это путешествие. Почему вы так расстраиваетесь, почему так переживаете, почему так кручинитесь? Все будет хорошо, послушайте. Может быть, вы не хотите этой поездки, но поверьте, она очень много в вашей жизни поменяет. Там ждут вас интересные люди, там ждут вас какие-то необычные обстоятельства. У кого-то, кстати, поездка вот прям судьба идет. Переменить место жительства по судьбе, уехать с одного места, поселиться в другом месте. Это будет замечательно, просто замечательно. Бояться не надо. И не надо вот так себя настраивать и накручивать. Это плохо. Смотрите, я вижу, что вы контролируете ситуацию. Я вижу, что вы наконец-таки начнете полностью контролировать свою жизнь. То есть у вас все будет схвачено, вы будете понимать, что происходит, как происходит. Вы венец творения. Над вами Святой Дух, понимаете? Это ваш ангел-хранитель, Святой Дух. Он вас защищает, он вам помогает, он вас оберегает. Вы как венец. Но только, знаете, иногда вы
недополучаете только лишь потому, что сомневаетесь в себе, либо себе не доверяете. Вам бы вот поменять, да, голову и руки. То есть если бы вам голову сюда, а руки в правую сторону, все бы было гораздо легче. Но все в вашей воле, в ваших силах. Вы все можете поменять. Если вы себе начнете больше доверять, больше начнете жить, скажем так, своим умом, своей интуицией, у вас жизнь качественно очень быстро поменяется. Вам вообще по судьбе перемены, а так вы их просто ускорите. Так, мои милые, теперь давайте еще посмотрим, что неизбежно. Чего вам не избежать? Чего не избежать? Что неизбежно? Что неизбежно? Чего не избежать? Ну, тут любовь. Ну, что тут? Тут любовь. Тут у нас любовь пошла. Смотрите, какая прекрасная любовь. Ну, вот мужчина и женщина, они объединяются. И смотрите, вопреки, да, вот у нас тут даже не чаша любви, здесь у нас факел любви. Здесь страсть будет безумная. Вот вам не избежать безумных страстей в своей жизни, в паре, в браке, может быть, с новым человеком. Вот прям изнутри вы будете гореть. И вы горите, и мужчина к вам горит. Здесь у кого-то такой сумасшедший головокружительный роман пойдет, либо ну, действительно медовый месяц будет. Новые, может быть, отношения, либо наконец-таки вы сможете объединиться с тем, кого любите. Здесь будет очень много страсти, много эмоций. Вот смотрите, какая звезда у вас красивая, видите? По этой звезде исполнится большая мечта, большое желание ваше исполнится. И оно, видите, в ногах и посередине. Это очень быстро будет. Это ну, ситуация, ну буквально, там, я не знаю, там 30 дней, да, исполнится. И смотрите еще, что очень важно. Вот здесь человек, который ну, сбросил чашу любви. Да? Вот она, чаша любви лежит такая полуупавшая. И человек такой, как будто бы он играет по жизни. А у кого-то это человек-абьюзер, человек, который мешал, человек, который мог угнетать, которого вы могли бояться. Человек, который мог портить вам, да, в прямом смысле жизнь. Человек этот, ну, видите, убегает. Он убегает, его путь с вашим путем расходится. То есть как бы на развилочку. Вы дойдете до развилочки, и ваши стежки-дорожки разойдутся с этим человеком. Главное, что не пытайтесь удержать этого человека. Да? Вот бывают такие девочки, которые мучителей своих очень любят и всеми силами пытаются удержать. Не делайте, это будет фатальной ошибкой. Просто фатальный. Вам этот человек не нужен. Его путь налево, а ваш путь, он направо идет. Поэтому это не враг. Нет, это не враг, это не конкурент. Это тот, кто вас морально, может быть, как-то вот третировал, доставал, обижал, может быть, как-то, да. С этим человеком вы расходитесь наконец-таки. Уходит эта ситуация. Это неизбежно. Так, и еще у кого-то неизбежно то, что к вам вернется ваш бывший. Вы уж меня простите, но вот вернется на ваш порог, да, и начнет, как попрошайка, выпрашивать вашей любви, выпрашивать вашего внимания, выпрашивать немножечко счастья рядом с вами. Как вам реагировать? Ну, каждый решайте сами для себя. Здесь я вам не подсказчик. Песок утаивает эту информацию. Хотите, прощайте, хотите, прогоняйте. Но этот человек, он нацелен, намерен, и просто так от него не избавиться. Я вас предупредила. Дальше, мои милые, здесь идет пробуждение от какого-то тяжелого сна. Это может быть как и болезни, так и, например, ну, действительно какие-то заблуждения, которые были у вас в голове. То есть вы пробуждаетесь, это замечательно. Да, пробуждение, может быть, не будет таким прям сверхрадостным, сверхсияющим, но тем не менее вы почувствуете, что ну, какая-то вот прям тяжелая волна, да, она как-то обходит вас стороной, либо ваши ножки становятся полегче, да, вы можете ими свободно передвигаться и идти туда, куда хотите. Вам, кстати, открывается какой-то путь, ну, я не знаю, как это правильно сказать, то есть, ну, вот это вы, да, у вас, во-первых, голова вот такая горящая, и в руках, видите, как у вас огромный факел. Путь в новую жизнь, либо в новые возможности. Да, еще и мост перед вами стоит, да. Но здесь однозначно жизнь меняется, и меняется очень как-то, вот слово бы подобрать, да, вот это ни на что не похоже. То
То есть в вашей жизни никогда такого раньше не было. То есть вы так никогда себя не чувствовали, таких возможностей не было. Таких, может быть, способностей у вас раньше не было. То есть, ну вот представляете, вы таким огромным факелом освещаете не только себе путь, дорожку, но и тем, кто сзади вас, вашей семье, вашим близким людям. Вы наводите мосты, вы что-то создаете, созидаете, строите. И вы вот человек такой горящий. Я могу предположить, что здесь путь в новую жизнь, в новый город, в новую, может быть, страну. Может быть, это путь в семью, может быть, это путь на работе, да, в новой должности, на новой службе, может быть, даже путь в собственном бизнесе. Однозначно. У вас, знаете, как говорят, звезды сошлись, да? У вас и идеи будут очень замечательные, креативные, и возможности к вам будут идти. Очень хороший песок. Мои милые, жизнь будет меняться, и меняться очень быстро, как-то резко, но вам не будет страшно. Вам вообще не будет страшно, потому что вы будете понимать, что все эти перемены, они к добру. И то, какой будет становиться ваша жизнь, будет вас безумно радовать. Вы будете наслаждаться каждой минуткой и каждой секундочкой вашей жизни. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.